Новые технологии добычи и перевозки алмазов осваивают в Якутии. С месторождения Заполярное на фабрику руду доставляют автопоездами. На производстве побывал Дмитрий Макаров. Эти гигантские экскаваторы метр за метром опускаются в толщу земли. Они разрабатывают самую северную в мире кимберлитовую трубку. Здесь кругом алмазы, под ногами и в бортах карьера. А вы сами алмазы вообще видели? Нет. Честно сказать, даже в руках не держал, мне это не видел. В смену машинист загружает около 100 самосвалов, но в кузове каждого всего несколько карат драгоценного минерала. Среднее содержание 6 каратов на тонну. Да, хороший показатель считается? Да, и это хороший показатель. Трубку назвали Заполярной из-за географического положения. Ее открыли еще в середине прошлого века, но к разработке приступили только в сентябре. Когда-то за счет своей удаленности она проигрывала легендарным карьерам «Мир» и «Удачная». Но теперь с их закрытием стала привлекательной. Главная проблема Заполярной – удаленность от инфраструктуры. Ученые несколько лет ломали головы, как доставить руду на переработку. В итоге фабрику посреди лесотундры решили не строить, а проложили 170 километров дороги до ближайшего ГОКа. Руду с карьер вывозят на склад, а отсюда такими автопоездами на обогатительную фабрику. Процесс отлажен как часовой механизм. Едва заполняются кузовы одного самосвала, следующий уже на подходе. Перевозка обычными самосвалами на такие расстояния нерентабельна. Зато 40 автопоездов позволяют получить необходимую прибыль. Алмазодобытчики гордятся. Ничего подобного в мире не делает никто. А водители быстро освоили трассу и особенности вождения. При повороте направо или налево надо учитывать, что занос прицепа идет. А так, в общем-то, соответственно, на полотне уже, на дорожном, вот эти ямы тоже все учитывают. Теперь трубка Заполярная ближайшие 25 лет будет стабильно обеспечивать рудой Удачнинский горнообогатительный комбинат. А это благополучие целого города с населением около 12 тысяч человек. Мы пошли на увеличение и, соответственно, будем выходить на лидеры алмазодобычи у нас в компании. Разработка Заполярной не означает, что Алроса сворачивает свои работы на действующих месторождениях. Они по-прежнему очень богаты. Только ввозить руду с карьеров глубиной полкилометра уже опасно и нерентабельно. Поэтому под ними строятся шахты. Этот тоннель находится под трубкой Айхал. Глубина от поверхности 450 метров. После выемки руду грузят на самосвалы, которые везут ее к следующей точке, вертикальному клетевому стволу. А уже оттуда будущие алмазы попадут на поверхность земли. В самом забое людей практически нет. Руду извлекают машины на дистанционном управлении. Проходчики осваивают виртуозный стиль вождения в узких тоннелях. Порядка 50 ковшей за смену вывозить можно. Все эти новшества позволят сохранить Алроса мировое лидерство на ближайшие десятилетия. Надолго горняки обосновались и возле новой трубки Заполярной. Здесь среди лесотундры построен современный вахтовый поселок. Бульдозерист Нюргун Иванов приехал добывать алмазы из соседнего оленеводческого села по программе «Местные кадры в промышленность». Жиленды двое у нас, получается, сейчас. Еще говорят, что возьмут на работу. На месторождении алмазодобытчики предоставили почти 600 вакансий для жителей соседних улусов. Заработная плата от 30 до 100 тысяч рублей в месяц. Через 2 года потребуется еще больше специалистов. Рядом с Заполярной собираются приступить к разработке еще одного нового карьера. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Якутия.